Уполномоченный по правам человека в Республике Саха-Якутия призывает неравнодушных жителей города Якутска принять активное участие в социально-благотворительной акции «Путь к дому» и направить свои предложения по решению важной социальной проблемы по реабилитации граждан без определенного места жительства, работы, ведущих асоциальный образ жизни и желающих вернуться к нормальной жизни. Ваши предложения принимаются на телефон-факс 507-363. Акция пройдет по адресу Федора Попова, 8/1, площадь перед кафе «Хотель». Общество, они мне кажется, бомжи, это зеркало общества. Раньше же у нас не было такого количества, с каждым годом. Статистика тоже какая-то ведется, какой-то год больше, какой-то меньше. А сейчас чувствуется, опять лето, опять они вышли, да, и помолодели. Здесь получается, да, у нас есть реабилитационные центры, которые помогают от восстановления документов до трудоустройства и получения дополнительной профессии, да. И у нас тоже ежегодно участвует в госкомзанятости, то есть, в этом плане с женщинами мы работали, спасибо психологам УФСИНа, они очень тонко подходят именно к женщинам. У нас были практики, когда очень молодые девушки, представляете, 22-23 года, без определенного места жительства. У нас в Якутске здесь были 2 беременные девушки. С ними очень долго работали разные психологи, я сама разговаривала, совсем не хотят домой. Начали выяснять, кто и чего. Оказалось, что у них есть родители, у кого-то есть муж где-то в деревне, в районе. Очень долго девушки не хотели, но психологи с ними, с учетом определенный контингент тоже, да, очень хорошо с ними отработали, что к концу нашей акции эти девушки согласились вернуться домой. Мало того, что они согласились, за ними приехал глава Ардамского района, увез их домой, нашли их родителей, восстановили документы, помогли с медобследованием, девушки родили, все у них хорошо. И были у нас случаи, когда из техэтажа совсем молоденьких вытаскивали. Поэтому в этом плане здесь очень большая работа проходит психологов, комплексная. И это очень хорошо, что у нас есть реабилитационные центры, которые помогают от восстановления документов до восстановления родственных связей и трудоустройства. Потому что именно категория данных граждан, лица без определенного места жительства, которые ведут асоциальный образ жизни, пока у них в голове у самих не появится то, что им действительно нужно вернуться. А для того, чтобы они это поняли, немножко нужно поработали, чтобы профессионалы. А профессионалы — это как раз-таки очень важный момент психологов, которые с ними работают на акции. Да. Это я прямо вижу, что человек тут же приходит: нет, мне ничего не надо, мне здесь все устраивает, я пойду сейчас на улицу, пойду там попрошайничать, мне подадут возле церкви, и все будет у меня хорошо. А к концу, уже к обеду он уже другой задумается, а уже к вечеру я, оказывается, хочу домой вернуться, и вообще помогите мне, пожалуйста, я все-таки хочу в социум обратно вернуться. Таких очень много. И меня что радует, что во время проведения наших акций мы помогаем молодым именно. Те, кто молодые, мы уже видим, что им можно еще помочь, то их реально вытащить. Да. И это очень такая хорошая наша практика. У нас получается вообще с первого момента проведения акции, у нас первая акция наша прошла 25 августа 2018 года. С этого момента всего проведено 10 этапов акции. Во время пандемии коронавируса мы провели только одну акцию, и то там с разрешения Роспотребнадзора, с учетом того, что была определенная тоже потребность, и в этот год их преступная активность повысилась. Всего за проведение 10 этапов акции к нам обратилось 800 человек. Из 800 человек 96, они до сих пор, 96 человек, кто-то стал водителем, кто-то вернулся в семью, кто-то родил, кто-то трудоустроился. 10%. Это достаточно хороший результат, потому что 96 жизней мы им помогли. То есть мы уже видим результат конкретно. Да, поэтому это все, конечно, отслеживается, но у нас здесь комплексно вообще проходит наша акция. Мы, получается, и дактилоскопию, и мы уже всех знаем, если какое-то преступление совершается, отпечатки пальцев берутся,
и уже МВД уже легче найти этого гражданина, понимаете, вот когда, да? И также с медицинской точки зрения открытая форма туберкулеза, ВИЧ, сифилис, да, это опасные заболевания. У нас дети ходят на улице, поэтому в этом плане здесь и профилактика правонарушений, и помощь людям, и медицинская, и именно прохождение социальной вот сферы для того, чтобы в комплексе, и возвращение именно протягиваем руку помощи, вот, кто хочет. Дорогие горожане, 15 июня 2023 года в районе Крытого рынка перед торговым центром «Хотей» пройдет очередная социально-благотворительная акция, направленная на оказание адресной помощи лицам без определенного места жительства. Данная акция инициирована уполномоченным по правам человека в Республике Саха-Якутия с Министерством внутренних дел по Республике Саха-Якутия и поддержана всеми республиканскими и федеральными органами власти, а также бизнес-сообществом и общественными организациями, социально ориентированными некоммерческими организациями. Мы всех благодарим и ждем на нашей акции 15 июня с 10 до 5 вечера.